Одним из самых сложных проявлений преступности всегда являлось мошенничество. Мошенничество, вне зависимости от исторического периода его совершения, всегда являлось преступлением сложным, выражающимся в обмане лица, ставшего его жертвой. При этом лицо его совершившее обладает высоким уровнем развития интеллекта, проявляющегося в способности войти в жертву в доверие, а также исказить информацию или совершить действия, которые позволят извлечь выгоду для преступника в тот момент, когда жертва не осознает преступных намерений злоумышленника. Она сидела на полу и смотрела вверх. Все медленно вращалось. Сон это был или реальность, понять уже не могла. Постепенно начало приходить осознание того, что она собственноручно под диктовку мошенников оформила на свое имя многомиллионные кредиты в нескольких банках, тем самым став жертвой киберпреступников. В ее голове звучало только одно: что теперь делать? Как выжить ей на заработную плату нянечки в детском саду и прокормить маленькую дочь, имея за плечами миллионные кредиты? В дежурную часть управления полиции города Петропавловск обратилась местная жительница Ольга. Она сообщила, что неизвестные лица позвонили ей и представились сотрудниками банка. Сообщили о подозрительных операциях, проведенных с ее банковской карты, что, возможно, это мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Я вернулась с ночной смены, просто прилегла отдохнуть, и вдруг зазвонил телефон. Я посмотрела, какой-то был незнакомый номер. Я подняла трубку, там мужской голос начал мне говорить о том, что на меня пытаются оформить в данный момент в их банке явно мошенники какой-то кредит. Я, естественно, с ночной смены в таком полусонном состоянии ничего не поняла. Попросила его просто повторить, что он от меня хочет. Он начал очень так агрессивно нападать, можно сказать, на меня и говорить о том, что в данный момент в их банке очень большой какой-то многомиллионный кредит на меня пытаются мошенники оформить. Я, естественно, испугалась, спросила, что мне делать, может быть, позвонить в полицию. Мне на это этот мужчина, который представился сотрудником банка, он, опять же, очень агрессивно, практически на меня кричал и говорил о том, что пока вы будете звонить в милицию, уже вас ограбят, скажем так, да, на вас оформят этот огромный кредит. Естественно, это никому не нужно, я попросила его мне помочь. Первое, он мне сказал о том, что нужно сразу в несколько банков подать заявку тоже на кредиты, чтобы якобы этих мошенников запутать. Все, я позвонила в банки, мне оформили кредиты, и тогда он мне сказал, этот мужчина, скачать приложение, называется оно RootDesk. Да, и продиктовал какие-то данные, код доступа в это приложение, я ввела все эти цифры, и потом я просто вижу, что все, мой телефон, я им не управляю, у меня начинают сами по себе открываться приложения, и открываются, в частности, финансовые приложения этих банков, и все эти деньги, которые якобы я взяла в кредит, чтобы запутать этих мошенников, они просто улетают на какие-то мне незнакомые счета. И вот только в этот момент до меня дошло, что это изначально был мошенник, и меня вот так обманули, и огромное количество кредитов в разных банках на просто действительно миллионы я взяла. И вот тогда я уже начала действительно звонить в полицию, просить помощи, и очень надеюсь, что мне помогут. Потому что я одна, я ращу маленькую дочь, я просто не знаю, как буду теперь эти все кредиты отдавать. Там огромные суммы. Существует множество схем интернет-мошенников, среди которых можно отметить 3 основных. Это звонки от лжесотрудников банка, звонки от лжесотрудников полиции и создание сложных схем интернет-магазинов.
Сложность раскрытия преступления заключается в том, что преступление является неконтактным, подозреваемый с потерпевшим не контактирует. Как правило, подозреваемый находится в других регионах республики и на территории любого другого государства. Необходимо знать, что сотрудники банковских учреждений не уточняют у своих клиентов номера и коды банковских карт. Чтобы проверить законность сообщения от имени банка, перезвоните в банк по телефону горячей линии. Не скачивайте приложение удаленного доступа. Не давайте возможность киберпреступникам управлять вашими деньгами. Не дайте себя обмануть. Мошенничество как конкретизированное преступление появилось на рубеже 9-10 веков, в период активного развития рыночных отношений, которые проявлялись в виде мены одного товара на другой, ввиду отсутствия денег, определяющих эквивалентность стоимости товара. При этом мошенничество проявлялось именно как обман в виде предоставления некачественного товара. Мошенничество постоянно развивалось, приобретая все новые формы, в большей степени приспособленные к меняющимся условиям общественной и экономической жизни. В 21 веке интернет-мошенничество начиналось со звонков заключенных из мест лишения свободы, которые звонили своим жертвам и представлялись сотрудниками правоохранительных служб. Сообщали, что их родственник, имеющий при себе наркотические вещества, задержан. Для непривлечения его к уголовной ответственности необходимо внести крупную сумму денежных средств, после чего диктовали номера телефонов, на которые необходимо перевести денежные средства. Постепенно, на протяжении десятилетий, мошенники модернизировали схемы интернет-мошенничества. Широко распространилось создание ложных интернет-сайтов, фейковых объявлений, вредоносных интернет-программ, хищение персональных данных пользователей, оформление фиктивных сделок с помощью интернет-ресурсов. Однако, данная схема на сегодняшний день осталась неизменна. Киберпреступники звонят своим потенциальным жертвам на стационарный телефон, представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что по вине их родственников, детей или внуков произошло дорожно-транспортное происшествие, и для непривлечения их к уголовной ответственности необходимо внести крупную сумму денежных средств. Далее отправляют на адрес курьера Дроппа. Далее Дроп переводит через банкомат денежные средства мошеннику, оставляя себе денежную сумму вознаграждения в размере 10%. Жертвами данной схемы становятся, как правило, лица пенсионного возраста. Существует такая идея, что жертвами мошенников становятся только лишь люди с низким IQ, с низким критическим мышлением, люди преклонного возраста. Но это, конечно, не совсем верно, потому что жертвой мошенников может стать, в общем-то, любой человек с высшим образованием, с высоким интеллектом, достаточно молодой. В кругах психологии известен такой случай. В 2008 году один американский психиатр, после того, как выпустил книгу про мошенников и про доверчивость, неудачно вложил деньги в финансовую пирамиду и сам прогорел на большую сумму. Да? То есть это еще одно доказательство того, что, в общем-то, все могут оказаться этой жертвой. Если говорить о том, какие такие мишени воздействия, да, на что воздействуют мошенники, ну, в первую очередь, это, конечно же, страх. Страх за себя, страх за свои сбережения, страх за своих близких, если поступает звонок, что ваш близкий попал в какую-то ситуацию. И, конечно, страх – это всегда был основной мишенью воздействия манипуляторов. Это, конечно, внушаемость.
потому что все мы знаем про то, что есть более внушаемые люди, есть менее внушаемые люди. Все мы помним еще с советского времени Кашпировского и Чумака, которые заряжали воду и водили руками, и это имело огромный резонанс. И потом вот эта внушаемость повышается в связи с тем, что это же всегда, если поступает какой-то звонок, нужно принять решение вот сейчас, одномоментно, да, срочно, вот прямо сейчас с вашего счета что-то там происходит. А срочность – это всегда синоним стресса. Поэтому вот в связи с тем, что это вот настолько сжато по времени, настолько срочно, настолько обязательно, настолько быстро, настолько опасно, человек начинает на это очень сильно реагировать. Дропы. Дропы – это люди, которых используют мошенники для достижения своих корыстных целей. Они не являются инициаторами преступлений, а выполняют все указания под диктовку мошенников, получая за это денежные средства. Мошенники размещают объявления в социальных сетях с заманчивым предложением, где предлагают заработать крупную сумму денежных средств за короткий срок и минимум усилий, не выдвигая особых требований к кандидату и принимая без опыта. Необходимо помнить, под такой вакансией может скрываться мошенническая махинация. Обычно данная работа связана с обналичиванием или переводом денежных средств, а также продажей банковских карт, через которую мошенники переводят денежные средства, добытые преступным путем. Компания может так шифроваться, что невозможно узнать, что вы вовлечены в нелегальные схемы. Не откликайтесь на подобные вакансии, так как можете оказаться соучастником преступления. На скамье подсудимых оказался житель Североказахстанской области 1989 года рождения, имеющий среднее специальное образование, постоянное место работы и малолетнего ребенка. Признавая вину в полном объеме предъявленного ему обвинения, подсудимый показал, что в июне месяце 2023 года в телеграм-канале нашел подработку, после чего ему ответил неизвестный контакт, что он планирует обманывать людей. Подсудимый согласился стать дропом. Так, за летний период времени 2023 года подсудимый, действуя неоднократно, осуществляя единый преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору путем обмана, завладел денежными средствами, принадлежащими нескольким жителям города Петропавловска. В августе месяце 2023 года подсудимый задержан и доставлен в управление полиции города Петропавловск для проведения следственных действий. Суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статья 190, часть 2, пункт 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с возмещением причиненного ущерба потерпевшей стороне. От двери отойдите, стали, построились. Внимание! Подходите с камеры. Все, все, встаньте. Стену. Руки наверх. К стене. В августе этого года я искал подработку параллельно основной работе. И в телеграм-канале на чате нашего города там было объявление, что требуются грузчики. Я откликнулся, написал. Через какое-то время он написал, ответил мне, сказал: привет, говорит, мне нужны, говорит, не совсем грузчики. Говорит, мне нужна твоя помощь, я не в городе, нужно перевести мои деньги мне на счет. Говорит, скажи адрес, приедет такси, мои знакомые передадут тебе денежные средства.
потом я тебе дам реквизиты, и ты переведешь мне их на мой счет. Но я согласился, не подозревая, что это мошенничество. Все, там были тенге и доллары. Все, такси приехало, передала мне деньги в свертке. Я пересчитал, сказал, что такая сумма. Там было 2 миллиона 700 тысяч и 1000 долларов. Все, он говорит, поедь к Фортобанку, к ближайшему терминалу и закинь мне 2 миллиона 700. Я подъехал к терминалу, он мне скидывает реквизиты, я ему закидываю на эти реквизиты денежные средства. Потом он говорит, поедь теперь, поменяй 1000 долларов и закинь мне тоже их. Ну все, я поехал 1000 долларов, поменял и также поехал в Фортобанк. Все, он за вот это мне сказал, забери 40 тысяч свои. И все, я ему все денежные средства передал. И потом через какое-то время мне сотрудники полиции позвонили и спросили, откуда у тебя 1000 долларов. И в скором времени, минут через 5, меня задержали. Меня задержали и отвезли в управление полиции в город. Да, я стал соучастником преступления, не подозревая этого. Меня приговорили к 4 годам лишения свободы средней безопасности. Того у меня получилось 3 факта. Я стал соучастником преступления. И на это каждый может попасться. В телеграм-канале пишут, типа, требуют сотрудники, короче, на неполный рабочий день. И это потом что? Ну, я откликнулся туда, короче. И потом, что он пишут, короче, что нужно по адресам ездить деньги забирать. Как бы неполный рабочий день, ну, приличная прям зарплата такая. И я заинтересовался. Потом думал, ходил. Как бы и охота, и нормально хоть заработать. Ну, потом что-то давай пришел к мнению такому, что в какую-то схему мошенническую вовлекают. Желание все равно оставалось. И потом решил отказаться, короче, нет, все-таки семья дороже, и риски большие, ну его нафиг. И потом спустя время смотрю, да, действительно, там по адресам забирали, там что-то деньги, там, ну, какая-то история такая мутная была. И прям, ну, рад бы, что отказался от этой всей затеи, потому что ценности в жизни другие, может, сам Бог, короче, от этого. Вот так вот было. Создание ложных интернет-сайтов в настоящее время является одним из основных видов мошенничеств посредством использования сети интернет, которая является самой сильной торговой площадкой в мире, не ограниченной территориальным пространством. Огромное количество площадок, посредством которых у потребителя имеется возможность приобрести товар по низкой цене и оплатить безналичным расчетом, дает возможность киберпреступникам создавать ложные сайты-двойники известных торговых платформ. Как правило, мошенники используют сайты с большим количеством подписчиков и положительные отзывы, привлекают своих жертв невысокой ценой, быстрым предоставлением товара или услуги. Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, которые, как правило, оформлены на третьих лиц. При совершении фиктивной покупки покупатель перечисляет свои деньги мошеннику, а данные фиктивные ресурсы очень быстро прекращают свою работу, и установить данного владельца сложно в силу того, что регистрация сайта осуществляется дистанционно, на подставное лицо и на территории государства, не подконтрольного уголовной юрисдикции другого. Откажитесь от сомнительных покупок в социальных сетях. Убедитесь, что это не сайт-двойник. Позвоните продавцу товара по видеосвязи и убедитесь в наличии товара. Если это мошенник, он найдет множество отговорок с целью не осуществлять видеозвонок. С января 2024 года стартовала новая схема киберпреступников – звонки от лжепредставителей сотовой связи с предупреждением, что якобы срок вашего абонентского номера истекает,
И для продления вам необходимо продиктовать 4-значный код, указанный в СМС-сообщении. На самом деле данный код является активизацией оформления на вас кредита и доступа к вашим конфиденциальным данным. Запомните, у сим-карты нет срока годности. У нас в университете читается такая дисциплина, как критическое мышление. Да? И помимо того, что это сейчас необходимый такой атрибут любого специалиста, любого человека, это еще важно для того, чтобы уметь объективно оценивать окружающую реальность. Да? И мы говорим о так называемых когнитивных искажениях, и одним из них является то искажение, когда мы считаем, что мошенники, они могут развести кого угодно, но не меня. Реклама, она действует на кого угодно, но не меня. Да? И вот если мы критически осмыслим, поймем, что на самом деле я тоже могу стать жертвой мошенников. Да? Вот это то, с чего с первого нужно начать. Второе – это взять тайм-аут. Вот это золотое правило, которое все психологи, которые занимаются психологией манипулирования, психологией влияния, говорят о том, что возьми время. Да? Сказать о том, что я сейчас соберусь и вам через какое-то время отреагирую, отвечу. Да? Даже если мы понимаем, что они говорят, что сжатые сроки, точно некоторое время у вас есть, и за это время можно сесть, обдумать самому, обратиться к друзьям, обратиться к сотрудникам полиции. Мошенники используют фишинговые ссылки. Это наиболее распространенные инструменты киберпреступников, жертвами которых нередко становятся опытные пользователи и целые компании. Фишинговая ссылка – это гиперссылка, которая маскирует адрес вредоносного ресурса. После нажатия на нее пользователь переходит на мошеннический сайт. Если вовремя не остановить процесс и успеть ввести в предложенную форму пароль, логин и номер банковской карты или конфиденциальные служебные данные, их используют в преступных целях. При фишинговых атаках организаций злоумышленники рассылают вредоносные ссылки их сотрудникам. Таким образом, получают доступ к информации и похищают базы данных клиентов. Зачастую жертвами данной схемы становятся обычные граждане, которым приходят СМС-сообщения от якобы представителей сотовой связи с указанием того, что их абонентский номер, участвовавший в розыгрыше, выиграл денежный приз, для получения которого необходимо перейти по указанной в сообщении ссылке. Далее, перейдя по ссылке, необходимо заполнить в предложенной форме реквизиты банковской карты. После заполнения мошенниками похищаются ваши денежные средства. Не переходите по сомнительным ссылкам, указанных в СМС-сообщениях от лиц или организаций, с которыми у вас нет и не было договорных отношений. Во всех указанных способах преступники используют психологию человека. Это речевые манипуляции, после которых человек, сам того не ведая, попадается на уловки. В одних случаях мошенники моделируют ситуацию, по которой решение нужно принимать не раздумывая. Жертве не дают времени обдумать и взвесить все за и против. В других случаях мошенники очень вежливо, не оказывая давления, заставляют человека чувствовать страх потери. В данном случае потерю собственных сбережений, после чего жертва без раздумий бросается их спасать. В январе 2023 года Департамент полиции Северо-Казахстанской области создал новую группу по борьбе с киберпреступностью – Киберпол. В состав Киберпола входят опытные следователи и оперативники. Целью создания данного подразделения является раскрытие, расследование интернет-мошенничеств, работа по повышению финансовой грамотности подразделения, мониторинга сети интернет-аферистов, тесное взаимодействие с банками второго уровня, оперативное блокирование денежных средств, переведенных на банковские счета третьих лиц. Борьба с киберпреступностью – одно из направлений работы правоохранительных органов, которые никогда не снимаются с повестки дня. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества, перезвоните своим родственникам и убедитесь, что с ними все в порядке. Не доверяйте посторонним лицам, не передавайте им денежные средства. Необходимо знать, что сотрудники банковских учреждений
не уточняет у своих клиентов номера и коды банковских карт, так как они им известны. Чтобы проверить законность сообщения от имени банка, перезвоните в банк по телефону горячей линии. Не передавайте свои конфиденциальные данные третьим лицам. В мобильном приложении ЕГОВ Mobile пользователи могут подать заявку на добровольный отказ от получения кредита, а также на сайте егов.kz. Для этого необходимо в приложении ЕГОВ Mobile выбрать раздел «Услуги». В разделе «Налоги и финансы» выберите услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком на 6 месяцев». Укажите свой контактный номер телефона и электронную почту. Нажмите кнопку «Отправить запрос» и подпишите заявку. Борьба с киберпреступностью – это очень сложная экономическая, психологическая, правовая и техническая задача. Звонки от лжесотрудников банка, сотрудников полиции, представителей сотовой связи, размещение фейковых объявлений, сомнительные финансовые проекты, вредоносные ссылки – это только малая часть способа обмана. Возможно, именно сейчас киберпреступниками разрабатывается новая схема интернет-мошенничества. Каждый из нас может столкнуться с данным видом преступлений, для которых не существует границ. За совершение правонарушений данной категории предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы. И это цена пути обмана. И у каждого из нас с вами свой путь. А какой ваш?